Работы по поиску и разработке нефти и газа в Якутии начали проводиться еще с 20-х годов прошлого века. На огромных просторах Западной Якутии, по прогнозам ученых, предполагалось наличие крупных месторождений нефти и газа. Была перспектива создания сырьевой базы для новой нефтяной и газовой промышленности, что стало бы поистине судьбоносным решением для обеспечения экономической самостоятельности республики. 15 октября 1956 года скважина, установленная в устье реки Вилюй, дала мощный фонтан газа. Эту дату отмечают как день рождения газовой промышленности республики. Мы, газовики, когда отмечаем день газовика, мы всегда вспоминаем, кто же, благодаря чему же и как это получилось, что Якутия стала сегодня одной из крупных территорий, владеющих газовыми запасами. Это, конечно, Семен Захарович Борисов. Я в своей жизни случайно очень познакомился с Семеном Захаровичем. Мы с ним долго говорили на эту тему, но он не хвалился, абсолютно не хвалился, что это именно он, благодаря ему, мол, команда такая была. Но я-то понимаю, команда – это, наверное, Черский, а все остальное – это он. Ведь надо и команда, мысли команды направлять в правильное русло. По-моему, он сделал это все очень правильно. Усть-Вилюйское месторождение природного газа открыло перед Якутией огромные перспективы. Промышленные запасы месторождения превышали 27 миллиардов кубометров и были достаточны для надежного и длительного обеспечения газом республики. Нашли газ. Тут же Якутская обком партии Семен Захарович Борисов ставит вопрос о том, что необходимо создать газовую промышленность Якутии, и не только газовую, газопереработку и вплоть до химической промышленности. Потому что наша отдаленность и так далее, она приводит к тому, что очень дорого завоз, мы должны сами обеспечить себя топливно-энергетическими ресурсами. В этом путь к развитию республики. Ну, не сразу, но решен вопрос. Газ могли использовать на строящихся в то время предприятиях строительных материалов, а также на электростанциях и для газификации региона. Благоустройство жизни можно было поднять до уровня центральных районов страны, что в наших северных условиях имело бы очень большое значение. В этих целях необходимо было осуществить строительство газопровода от устья Вилюя до Якутска и далее до Покровска. Перед ЦК КПСС и Советом министров страны была обоснована необходимость этого строительства. 15 апреля 1963 года Бюро Якутского обкома приняло постановление о строительстве магистрального газопровода Таас-Тумус в Бестях. И в 1964 году были проложены первые километры газопровода на вечной мерзлоте. Это была первая же стройка на вечной мерзлоте, такой протяженности и в таких природно-климатических условиях, вдалеке от всяких инфраструктур, ничего нету, ни транспортных, никакой инфраструктуры нету, кадров нету, вообще по всем специальностям нехватка кадров. Но тем не менее за 3,5 года они построили газопровод. Усилия Семена Захаровича Борисова и его единомышленников, а также геологов, газовиков, ученых, строителей не пропали даром. В конце октября 1967 года газ пришел в Якутск, а через год газовый фонтан загорелся в Покровске. Сегодня более 100 населенных пунктов республики Саха-Якутия газифицированы. Люди там не рубят дрова, допустим, да, не топят печки. Да. Это благодаря все именно его мыслями, его идеями, которые вот притворились в жизнь. Мне кажется, он сам по себе был очень хваткий мужик, да. Ему надо дать идею, он ее схватывает и доводит до логического завершения. Началось освоение Лено-Вилюйского газоносного месторождения с очень значительными запасами природного газа. Сейчас прокладывается газопровод Таас-Тумус-Якутск-Покровск. Недалеко то время, когда мы будем не только свидетелями, но и участниками прокладки голубой трассы в сторону Дальнего Востока. В 60-х годах есть в своих выступлениях у Семена Захаровича, что якутский газ пойдет на Дальний Восток. Он говорит, якутский газ будет переработан. 60 лет назад он говорит, а вот в конце
90-х годов, да, это всего 20 с лишним лет назад, руководство республики говорит: ты нам сказки не рассказывай, да, экспорт газа в Китай. Сказка стала былью, да, а Семен Захарович тогда верил. Последовавшие затем этапы развития газовой промышленности подтвердили его правоту. Были открыты новые месторождения, произошла дальнейшая газификация промышленных объектов и населенных пунктов республики. Сегодня Якутия заслуженно считается основным перспективным регионом на востоке страны. Гелий у нас – это уникальное же месторождение, там ураганным содержанием гелия. И сегодня, завтра якутский гелий выйдет на рынок. Это вообще, это уникальный же элемент, гелий, уникальный газ, поэтому где-то 60 миллионов кубических метров гелия выйдет на рынок. Это будет фурор огромный для мирового рынка гелия. Поэтому якутский газ, он очень сильно, еще больше заговорит скоро. И все это дело 60 лет назад начал Семен Захарович Борисов и вытащил своей волей, да, своим умом, своей напористостью. 21 мая 2014 года был подписан договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на поставку российского газа по магистральному трубопроводу «Сила Сибири». Основа всех этих достижений закладывалась в бурное время послевоенных пятилеток, когда многие планы казались несбыточной мечтой. Однако своей деятельностью Семен Борисов и его сподвижники доказали, что системные действия всегда имеют результат. Дальнейшее освоение ископаемых богатств Якутии требует серьезных мер по развитию энергетической базы. Настало время пересмотреть всю схему электроснабжения республики и выработать рациональные пути развития энергетики на новой технической базе. Тем более, что Якутия располагает неисчерпаемыми топливно-энергетическими ресурсами. Руководством республики была взята на вооружение идея создания мощной объединенной энергетической системы. В целях реализации этой стратегической задачи в 1962 году было создано районное энергетическое управление при Якутском совнархозе «Якутскэнерго». Она подчинялась Министерству энергетики и электрификации Советского Союза. Вот с того момента, наверное, вот сегодня можно говорить, насколько Семен Захарович помогал продвигать строительство станций. Потому что, как я сказал, в то время станции были небольшие, дизельные станции, а для промышленности должны были большие станции с большой мощностью. Да? Это теплоэнергоцентрали, это ГРЭСы. Для значительного увеличения добычи золота на Алтане обком настойчиво ставит вопрос о немедленном начале строительства Чульманской электростанции и линии электропередачи протяженностью 240 километров. Строительство указанной электростанции одновременно решает несколько задач. Снабжение дешевой электроэнергией предприятий Якутзолото, Треста Алдан-Слюда и Южно-Якутской экспедиции, успешно создающий базу для строительства в Южной Якутии металлургического комбината. В 1962 году была выпущена в эксплуатацию первая очередь этой электростанции. Это при Борисове были построена Чульманская ТЭЦ, была построена Якутская ТЭЦ и ГРЭС, была построена Вилюйская ГЭС, то есть началась большая энергетика развития. И это удивительно, но именно тогда, бытность Борисова первым секретарем, еще в 60-е годы был поставлен вопрос о строительстве Дачанской ГЭС. Вот если бы она сейчас была, в районе Верхоянска, то на самом деле, сегодня у нас бы проблем не было, ни на Кючусе, ни на депутатском и так далее, и так далее. И вот видите, как дальновидно все это. Энергичное создание в Западной Якутии современных и высокопроизводительных алмазодобывающих предприятий требовало значительных энергетических мощностей. Несколько научных институтов искали различные варианты энергоснабжения алмазной промышленности. После бурных дискуссий и обсуждений, в которых самое активное участие принимали Якутский обком партии и Совет министров, специалисты пришли к заключению: можно начать строительство гидроэлектростанции в верхнем течении Вилюя.
В феврале 1959 года правительство СССР утвердило строительство Вилюйской гидроэлектростанции. Кстати, за рубежом тогда писали, что русские нашли алмазы, но никогда их не добудут, у них там энергии нет. Вилюйская ГЭС. Это самая первая гидроэлектростанция на Вечной мерзлоте. Руководил строительством легендарный человек Евгений Никонорович Ботинчук. Однако технология строительства в условиях вечной мерзлоты не была отработана. Учесть все моменты было просто невозможно, поскольку никто еще в мире не строил подобные сооружения в таких трудных условиях. Так, по результатам изыскательских работ, подземные скалы в районе будущей станции были признаны монолитными и пригодными для возведения ГЭС. В процессе же строительных работ и по мере оттаивания вечной мерзлоты этот монолит стал рушиться на глазах. Скала внутри оказалась вся в трещинах, сцементированных льдом. Правый берег оказался трещиноватым, хотя первые исследования, изыскания показали вроде там цельный каменный берег, оказалось совсем не так. И до сих пор эта проблема на самом деле существует. А в то время, когда не было и нормальной техники, когда оказалось в момент строительства, что эту скалу надо каким-то образом удержать, надо правый берег. Продолжение строительства оказалось под реальной угрозой. Обнаруженные линзы и пустоты требовали во много раз больше цемента специальной марки, чем было предусмотрено прежним вариантом проекта. И взять дополнительные объемы подобного цемента было негде. Однако Борисов вместе с Ботинчуком оперативно искали выход из этой безвыходной ситуации. По инициативе Семена Захаровича из Ангарского цементного завода Иркутской области, где имелся неприкосновенный запас, было выделено необходимое количество цемента специальной марки и баржами отправлено на место строительства. Оказалось, у Семена Захаровича первый секретарь обкома Иркутской области оказался другом хорошим там, да, и при помощи своего друга ему удалось выбить то количество водостойкого цемента. И вот именно с этого момента строительство уже возобновилось в нормальном русле. 3 октября 1967 года был запущен первый агрегат ГЭС, ставший эталоном гидротехнического строительства на вечной мерзлоте. А вскоре и вся станция заработала на полную мощь. 15 июня 1963 года было принято решение о строительстве якутской ГРЭС на принципиальной новой технической основе – газовой турбине. Якутская ГРЭС стала основой энерго- и теплоснабжения города Якутска, а также всей центральной наиболее заселенной части республики. Он же не останавливался, он другой бы сказал, да, вот мы построили якутскую ГРЭС, достаточно, да, зачем смотреть на 10, на 20 лет вперед, да, и сегодня наконец-то в 2020 году мы ввели ГРЭС-2, потому что мощности уже не стало хватать, хотя уже задание на проектирование было уже при Семене Захаровиче. И в настоящее время основными производителями электроэнергии в Центральном энергетическом районе являются Якутская ГРЭС и ГРЭС-2. Строительство Якутской ГРЭС-2 – одно из самых крупных энергетических проектов республики за последние 30 лет. За период своего развития электроэнергетическая отрасль Якутии сумела занять одно из первых мест среди энергосистем Дальневосточного региона. Про нашего политического деятеля Борисова Семена Захаровича я услышал первый раз от Десяткина Тараса Гавриловича. И он мне начал много рассказывать про него. Это, говорит, выдающийся был человек. И когда он начал перечислять, что сделал Семен Захарович Борисов для Якутии, вообще, как сказать, для всего, может быть, даже Северо-Востока, я был удивлен и поражен. Послевоенный период стал переломным для развития речного транспорта Якутии. Происходившее в республике резкое развитие промышленности, подъем сельского хозяйства, масштабные строительные работы, рост численности населения требовали многократного увеличения перевозимых грузов. Основным препятствием при этом являлся сам водный транспорт с его низким техническим уровнем. Из Якутска мы отправлялись в Нюрбу на колесном теплоходе. Через определенное какое-то время этот пароход приставал к берегу, а на берегу были сложены огромные поленницы дров.
длинные такие поленья. И вот пассажиры, все и команда выстраивалась цепочкой, и по цепочке передавали эти полежки, грузили на пароход, и потом этими дровами топились, и вот эти пароходы ходили, значит. Самым больным вопросом было отсутствие новых речных судов. Для его решения в 1952 году начался первый массовый перегон флота из бассейнов западных рек страны, буксиров, пассажирских теплоходов СГДР, Венгрии и Чехословакии, финских лихтеров и других судов. Тогда же была основана Осетровская судоверфь. А в 1955 году сдана первая очередь Осетровского порта, позволившая направлять через него все грузы, идущие в Якутию. Эти и другие решения позволили свершиться таким историческим событиям, как списание в 1961 году последнего парохода, работавшего на дровах, а в 1965 году последней деревянной баржи. Так совпало, что самый мощный, самый вообще вот продуктивный этап развития ленского пароходства после войны вот попал как раз с 1951 по 1965. Это начало пополнения флота Северным морским путем. Переход с дров на уголь сначала, а потом и на жидкое топливо. Навигацию 1965 года называют последняя навигация без лопаты. Все, перестали кочегары бросать уголь. То есть, вот представляете, за 10-15 лет произошло полностью техническое перевооружение флота. Уже в 1952 году Семен Борисов начал настойчиво ставить перед союзными органами вопрос по созданию единого ленского речного пароходства республики. Он обратился к министру речного флота СССР Зосиме Алексеевичу Шашкову со следующим письмом. В целях обеспечения более оперативного руководства речным транспортом республики, а также рационального использования флота, обком считает целесообразным реорганизовать Ленское пароходство в Якутское объединенное управление пароходства, включив в его состав как самостоятельные Янское, Колымо-Индигирское районные пароходства. В результате всех этих действий в 1957 году окончательно был решен вопрос создания Ленского объединенного речного пароходства. Очень много именно партийные органы помогли нашему руководству. Не зря Павел Никандрович Иванов, начальник пароходства, в 1966 году получил Героя социалистического труда за вот эту огромную, колоссальную проделанную работу по техническому перевооружению флота. И если бы, не дай бог, если бы у нас в республике не оказалось тогда вот такого смелого, смелейшего, энергичнейшего руководителя партийного, я не знаю, может быть, у нас и развитие бы пошло немножко по другому пути. В связи с резким усилением геологических работ, становлением и развитием промышленности, сельского хозяйства, увеличением пассажиропотока во всех направлениях, руководство республики стало уделять повышенное внимание вопросам развития авиации. Первым серьезным шагом, предпринятым руководством ЯССР для обслуживания геологических партий, решение проблемы перевозок пассажиров стало создание в октябре 1956 года Нюрбинского объединенного авиаотряда. В результате большой такой работы, в том числе и обкома, и Семена Захаровича лично, количество летательных аппаратов в Якутском управлении гражданской авиации в одном только Нюрбинском объединенном отряде было больше, чем сейчас по всей Якутии. Чем больше, чем в авиакомпании «Якутия», «Полярная авиалиния» и компания «Алроса» вместе взятых. Вот каких было масштабов авиации. Событием, значительно повысившим статус авиации республики, стало преобразование в апреле 1962 года Якутской отдельной авиагруппы в Якутское территориальное управление авиации, а затем в Якутское управление гражданской авиации. Этому решению предшествовали несколько лет упорной постановки этого вопроса перед руководством страны. Долго по этому вопросу шли борьба. В этом огромную, конечно, роль сыграл, чувствуется, Семен Захарович Борисов. В то время стал первым секретарем областного комитета партии. И он очень остро ставил вопросы. Роль Семена Захаровича Борисова огромную часть в создании самой авиации Якутии. В 60-е годы с активным участием республики были построены аэродромы с бетонным покрытием в Якутске,
Мирном, Тикси, Чокурдахе, Черском. Прошу разрешить положительно вопрос о начале строительства новой полосы аэродрома в Якутском аэропорту в текущем году. Без дополнительного ассигнования и техники ваша строительная организация в Якутске имеет полную возможность начать строительство в 1959 году. О вашем разрешении прошу поставить меня в известность. В результате в 1962 году был осуществлен ввод бетонной полосы в Якутском аэропорту, позволяющий принимать самолеты бесперебойно в течение всего года. Заместителем начальника управления был назначен Кычкин Евгений Семенович, фронтовик. И вот 22 года он руководил наземной службой Якутской гражданской авиации. При нем построено было более 20 аэропортов, не только аэродрома, со всем инфраструктурой, производственной инфраструктурой, социальной инфраструктурой. И Якутия практически стала одним из крупнейших управлений авиации Советского Союза. Отдельно решался вопрос о необходимости подготовки авиационных специалистов из местных кадров – авиамотористов, бортмехаников, авиатехников. Только в этом случае можно было утверждать, что развитие авиации поставлено на твердую основу. Тогда руководство республики приняло решение о направлении местной молодежи на учебу в престижные авиационные вузы и летные училища страны. И с начала 60-х годов в республику начали прибывать первые дипломированные специалисты. И благодаря этому очень много ребят якутов учились в Киевском институте гражданской авиации, учились в Рижском авиационном институте. Огромное количество инженеров авиации. С них выросли прекрасные специалисты, руководители. И вот это большая заслуга Семена Захаровича Борисова. Благодаря этому авиация и развивалась. В те годы быстрыми темпами укреплялась производственная база авиационного транспорта, расширялось аэродромное хозяйство. В 1963 году в аэропорту города Якутска открылся новый аэровокзал, рассчитанный на обслуживание 500 пассажиров в час. Якутский аэропорт стал аэропортом второго класса и был оснащен оборудованием для круглогодичной и круглосуточной эксплуатации самолетов. Освоена эксплуатация новых типов воздушных судов. Благодаря всем этим мерам республика вышла на одно из ведущих мест в стране по развитию авиационной отрасли. Самый главный вопрос, без которого было невозможно широкомасштабное освоение северных территорий, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни населения, в том числе коренных малочисленных народов. В развитии малочисленных народов Севера Семен Захарович уделял особое внимание. С его именем связано становление и развитие Березовского национального наследия, Налимского наследия, поселка Андрюшкина в Нижнеколымском районе. Одной из основных заслуг Семена Захаровича является внедрение в жизнь двух чрезвычайно важных для развития Крайнего Севера постановлений ЦК КПСС и Совета министров СССР. Говоря о роли Семена Захаровича Борисова в развитии северного транспорта, приведу только несколько примеров. Становление и развитие Тихвинского, Зеленомысского морских портов, строительство и ввод в эксплуатацию Тихвинского и Чокурдахского авиапортов гражданского и военного значения, развитие Колымо-Индигирского и Янского пароходства, развитие угольной промышленности в Зырянке, золотой промышленности в Индигирке, начало освоения олова в Депутатском. Становление этих отраслей именно начинается в период руководства Семена Захаровича Борисова. В
те годы было уделено должное внимание подготовке кадров из малых народностей Севера. В ЕГУ, в средних специальных учебных заведениях и профтехучилищах были установлены места для внеконкурсного приема молодежи из народностей Севера с предоставлением мест в общежитии. Важнейшей задачей тех лет для руководства республики явился перевод кочующих оленеводов на оседлый образ жизни. Вопрос о необходимости строительства благоустроенных поселков в те годы постоянно ставился Борисову на совещаниях, связанных с проблемами Крайнего Севера. Его решение неизменно увязывалось с вопросами обеспечения топливом, тепло-, электро- и водоснабжением для бесперебойного функционирования северных поселков. Осенью 1964 году Семен Захарович Борисов, возглавляя большую делегацию руководства республики, побывал во многих северных улусах, в том числе и Абыйском улусе. Предвидя, что в улусе предстоят большие строительные работы, он там же назначил Илью Николаевича Ефимова руководителем маленького строительного участка. Семен Захарович Борисов не ошибся. Илья Николаевич стал выдающимся организатором северного строительства, с чего именем связано именно строительство нового поселка Белая гора. Безусловно, поистине революционные реформы Крайнего Севера, произошедшие в 50-е и 60-х годах, были бы невозможны без личного вклада каждого северянина. В те времена многие из них искренне поверили в совершаемые преобразования, отдали для их завершения все свои силы, знания и интеллектуальный потенциал. Хочу особенно подчеркнуть роль Семена Захаровича Борисова в подборе, учебе и расстановке северных кадров. Выдающийся организатор образования Николай Иванович Шарин из Средней Колымы. Председатель колхоза Нижнеколымского улуса Николай Иванович Таврат. Директор совхоза Среднеколымской Николай Захарович Чукуров. Председатель райисполкома Момского райсовета Евдокия Никентьевна Аммосова. Герой соцтруда Николай Савич Колесов. Известные директора совхозов «Искра» Николай Лислевцов. Совхоза Момский Петр Иванович Павлов тоже являются людьми, выдвинутыми Семеном Захаровичем Борисовым. В истории Якутии большую негативную роль сыграло постановление ЦК ВКПБ о положении в якутской организации от 9 августа 1928 года. Оно имело трагические последствия для якутской интеллигенции, для руководства республики тех лет во главе с Максимом Аммосовым и Сидором Бараховым. Появление этого документа стало своеобразной генеральной репетицией проведения политических репрессий по всей стране в конце 30-х годов. Тынчы тоғыз сүт бағасыллаққа партия кейін комитеті урағылынан тұрар. Ол ураққа бұл сақа сирена партияны тәліті абалғыны тұғынан ден. Компартия олыста комитеті бәйті ете көрбөккөлер буржуазны националистическа қамсағын, онны көйді білігін иңмет уйеті болар ден. Еті үдді қуған урақтақсан тұрар. Еті ураққа терағараннар бұл әрділіғ репрессия баран тұрар. Әлбәқ кейіні үлеттін ұстан тұралылар, оны бұрыйдан тұралылар. Бұл буржуазны националистическа идеология иңмет республикаты деннер улаханда тағысты туарата көктуара көрәді бүттірі. Существовавшая атмосфера двойственности оценок, расхождение официальных взглядов и мнения части творческой интеллигенции, литературоведов и историков привела к появлению ожесточенных споров и дискуссий о творчестве писателей Алексея Елисеевича Кулаковского, Анимпадиста Ивановича Сафронова и Николая Денисовича Неустроева. Но бытующее, даже господствующее в широких массах мнение, что данный процесс по 3 якутским писателям берет свое начало в деятельности Семена Борисова, является ошибочным и искажает историческую действительность. Семен Захарович тыгнағар дағаны, оны кені өлбітінде кәнеттен бұл Георгий Прокофьевич Башаринға кені наға қоған сығыннаға тәден. Оны Георгий Прокофьевичке репрессияләхіні кенен үлеттен үйріуге партиятын ұстуға атағыстабы кені Семен Захарович Борисов болар ден өйді білі нұрыққа күскенерен көбістелер. Оны дені бұрыйдулар дағаны. Оны тәжімі төддеттен сыға дейбін.
1 марта 1943 года Бюро обкома в итоге обсуждения заявления Георгия Башарина за восстановление добрых имен Кулаковского, Сафронова и Неустроева приняло постановление, в котором в частности говорится: особая настороженность и критический подход к литературному наследию указанных писателей диктуется также тем, что все они были активными участниками в борьбе против советской власти в Якутии. Бюро обкома ВКПБ считает неправильным и даже вредным искусственное восхваление и идеализацию перечисленных выше писателей, безоговорочное напечатание их трудов, распространение их произведений в школах среди широких масс населения. В такой обстановке идеологического давления поступок молодого ученого Георгия Башарина является беспримерным по своему мужеству. В 1944 году выходит его историческая работа по реабилитации дореволюционных писателей «Три якутских реалиста-просветителя». Самое главное, что Георгий Прокопьевич добивается отмены негативного постановления Бюро обкома. Көтерен барандар онна бу Кулаковскайдах, онна Сафронов, Неустроев аямняларын бечаттек кайын ден токи критически бартан аналистан көрен баран ден бартан скопамылдан бечаттан киден бараман ден. Онна ол бечаттабы ток аямнялыгытын народ сергеja актын ден болар. Онан баста кайдыр сымнаты ити өттө барда онан же билген уже аннара өттүлер Канаев, Ефремов, онна Тиханов ден холур үс тотагжоннорда группа ада аннакенлер. В 1949 году Канаев, Тихонов и Ефремов опубликовали работу о творчестве Кулаковского, Сафронова, Неустроева, где выступили с резкой критикой книги Башарина. Это вызвало острое недовольство интеллигенции и прежде всего творческой и научной. Вот, онан декен этелдер тем партия комитетере этелдер болла ден. Местага да бу кин комитеке теппеккагат бу ялын жайын ден. Туадда кайданы бу сагала токтабак кутуйди. Олганан баран бу партия власта комитете это вопроска кайдар жекаммат да местер жахала локсубат. Он эти күйде тайда сен би салганан бара тора күйдеп челене тора дөссекенган хер сөдеринган хер. Семен Захарович Борисов 1 февраля 1951 года на 17-й областной партийной конференции призвал разрешить споры партийным решением. А 10 декабря того же года в газете «Правда» публикуется статья «За правильное освещение истории якутской литературы». В этой статье 3 якутских писателя признаны буржуазно-националистическими идеологами и борцами против советской власти. А историк Георгий Башарин – фальсификатором творчества писателей. 6 февраля 1952 года выходит постановление Бюро Якутского обкома о буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской литературы. В нем была дана неправильная, односторонняя оценка творчества классиков якутской литературы, названных реакционными буржуазно-националистическими. Был исключен из партии и уволен с работы Георгий Прокопьевич Башарин. Онан дойдун бу республикага жажигна каймалган баажы таккан токтаган манны көйдө болгон тигергерхан ситуацияга киллерен кеберсемен Захарович Бария онан кенен политический тендингнак буридак болар. Ва дехтиканнеттен биен алтахыллакка косергелде билин ротун айдарар болду кайдай туйден. Онан норот айдарат отор боло терас муньяктар тамнарга тылатилерде балдар бу жолага кайдагай бу жомута тагастаты онон көнү нанагинден. Общая обстановка в стране после 20-го съезда КПСС, развенчавшего культ личности, позволила изменить отношение к литературному наследию. Якутский обком принял 2 постановления о реабилитации 3 якутских писателей-классиков. И последовали конкретные практические дела. Появились научные статьи о жизни и деятельности писателей, изданы их произведения, и они вошли в учебные программы. С профессора Башарина были полностью сняты политические обвинения в буржуазном национализме и восстановлены научная степень и звание. Борисов откровенно признал свои ошибки. В этом вопросе мною допущены серьезные ошибки. При выработке постановления 1952 года
у меня сложилось мнение о том, что необходимо дать правильную оценку литературного наследства этих трех якутских писателей. Так как в течение 20 лет, начиная с 1932 года, в Якутии разгорались разные споры, тяжба между отдельными группами якутской интеллигенции, вызванные разными противоположными оценками литературного наследия в Якутской АССР. Я искренне стремился делать хорошее, но ошибся в этом конкретном вопросе. Бюре урағынан сығатын білінен тұрар. Бұл сығаға мұппынден. Бұл сағама жүгай әпте. Сығатын білінер ке, қорсын ке сығатын білінер. Әпте, қорсына хуақ ке сығатын қағанды білінмәд. Келі тұғынша дау салтуан кылаға опкон білетін тағатын күдік бұл сыға жайы бол бұттен. Білінен әпте, еті жону тілінерен тұрар. Только время, высший судья. Сегодня общепризнано, что общественная и литературная деятельность основоположников якутской литературы должна служить одним из верных и действенных источников для поднятия национального самосознания. И чтобы прийти всем обществом к этой истине, доказать ее, пришлось пережить сталинскую политику в национальном вопросе, волны репрессий, отвыкнуть целому народу от прививки тоталитарной идеологии, признать крупные ошибки в историческом аспекте и простить их. Нельзя говорить о том, что первым руководителем быть просто. Это очень сложная, ответственная задача и миссия. Несмотря на все случаи жизни, на все периоды жизни. Советский период, другой период, современный период. Это очень ответственная задача взять на себя огромную ношу. Ну и в оценке своего поколения Семен Захарович остался человеком как неоднозначным. Много говорилось и за, и против в каких-то аспектах. Поэтому я думаю, что интерес к этой фигуре есть, он не умолкает и идет дальше. Выдающаяся заслуга этой многогранной и яркой личности заключается в том, что Семен Захарович Борисов, как первый руководитель, внес бесспорный, во многом решающий, личный вклад в превращение Якутии в индустриальную республику с перспективами развития на многие десятилетия вперед.